QR-код связал науку и искусство в Центральном выставочном зале Сухума. На каждой из картин изображено какое-то знаковое для страны или для художника место. А в Инстаграме опубликована информация о нем. Что это за улица, как она называлась в прошлом, чем знаменита. Все сведения из книги Анзора Агума «Старый Сухум», большого научного труда, который описывает прошлое нашего города. Идея объединить историческую монографию с живописью возникла у директора выставочного зала Эльвира Арсалия. Вот эти исследования Анзора и творчество художника, они должны были встретиться, да, это очень важно, потому что очень часто исследователи, историки ссылались к работам художников прошлых веков для того, чтобы понять и исследовать памятник. То есть работы художников, кроме своей ценности художественной, имеют также историческую ценность. Ведь многие объекты утрачены, а они остались в работах художников. И вполне возможно, что через 30, 40, 50 лет, не дай бог, но некоторые объекты, мы можем их просто не увидеть в реальности, но они останутся на холстах. Поэтому мне показалось, что связать, спаять эти пласты очень важно для исторической памяти, да и вообще для того, чтобы знать историю. Спаял пласты истории и Адгур Ампар, но делает он это в пределах полотна. Герои его картин появляются из другой реальности, как будто говоря нам: посмотри на привычные места по-новому. Так, как будто прогуливаешься по городу с тем, кто впервые приехал. Другого какого-то глубокого смысла работам Адгур Ампар не придавал, по его словам. Персонажи такие совершенно, как вы сказали, не характерны, они взяты как-то из другой среды, но совершенно современной среды. То есть там они довольно-таки органично смотрятся, а здесь они смотрятся немножко так можно сказать, смешно, дико. И меня этот аспект интересовал. Вот и все, по сути. Главным приемом в этих трех работах Адгур называет иронию, которая помогает легче смотреть на реальность и бесстрашно идти в будущее. Но я не только над городом пытаюсь через призму какой-то иронии посмотреть, но и даже название, да, там идет такое название везде, в трех работах, как явление, да, оно более такое, знаете, скажем так, даже какой-то оттенок какой-то религиозности имеет, и мне было интересно и эту сторону обыграть. Но я считаю, что это нормально, это естественно, в принципе, все подвергать нормальной иронии, переоценке, переосмыслению, облегчить жизнь, жить реальной жизнью и смотреть с энтузиазмом на перспективу, да, не бояться ничего, да. Легко отказываться от каких-то вещей и идти в сторону чего-то нового и интересного. Легкость в картинах и легкость восприятия выставки самими художниками передается и зрителям. Сухум – это праздник, который всегда с тобой. И эта праздничная атмосфера сходит с картины и заражает публику. Заражает и заряжает на мир. Для меня это лично повод для встречи с друзьями, посмеяться, пообщаться по-доброму. Дай Бог, конечно, чтобы происходили, чтобы все были живы-здоровы, чтобы всем было до того, чтобы сюда прийти и посмотреть, что-то красивое, может, для себя увидеть. Чтобы мирное небо было, С 27 июля по 29 августа продлится выставка «Сухум», праздник, который всегда с тобой. Организаторы надеются, что посетители помогут найти актуальную информацию к тем картинам, которые остались пока без описания. Возможно, именно вы обладаете уникальными знаниями о тех местах, которые изображены на этих полотнах. Марианна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ.